Ну что, мы начинаем? Тогда оркестр «Тушь». Вот, открыл. Ух, сразу чувствую себя как-то иначе. Что вы так на меня смотрите? Я просто беру пример с лучших людей республики. Вот главу Якутии Айсена Николаева просто хлебом не корми, дай что-нибудь торжественно открыть. На прошлой неделе, к примеру, он торжественно открывал заправку. Нет, серьезно. Глава субъекта Российской Федерации открыл торжественно бензоколонку. Да не один, там еще депутат Алтумен рядом тусовался, и мэр столицы, и республики. Нет, ну мы привыкли, что Арсений Сергеевич все время что-то открывает. Новый детский сад, новую школу, новый стадион, или, например, игры Манчары, ИСЭХ республики. Это понятно, но его уже не остановить. Если нет здания или объекта, который можно открыть в торжественной обстановке, он начинает изобретать. Даже в интернет за открытиями идет. Да вы сами посмотрите. Вот. Айсен Николаев открыл 3-й выпуск стартапа акселерационной программы B8. Или Айсен Николаев открыл онлайн-ярмарку вакансий «Траектория карьеры». Лишь бы что-нибудь открыть. Не, вот такое открытие это, конечно, перебор. Но согласитесь, открывать все-таки приятнее то, что можно потрогать, пощупать, где ленточку можно реальную перерезать, а не виртуальную. И если нет подходящего объекта для открытия, то приходится прямо выкручиваться. Вот, например, новый садик не построили, но не беда, можно же открыть торжественно. Новые помещения уже имеющемуся детскому саду, как это было с детским садом «Прометейчик», где пафосно и торжественно открыли новые группы. А если уж совсем приврет, если уж совсем не вмоготу, то можно торжественно и с пафосом открыть, ну вот хоть пристрой к магазину под видом новой школы. Помните, как открывали новые классы для школы номер 33? И не важно, что через год там все закрыли, потому что запускались без разрешения МЧС. Выборный год был, 2018. Кого интересовала такая фигня, как обучение детей в здании с неподтвержденной безопасностью? Главное было торжественно открыть. Мало половин, мало половин. Тьфу, блин, это вообще, при чем здесь это? Извините, отвлекся. Продолжаем. Вообще, надо сказать, нашему главе все-таки еще есть куда стремиться. Далеко не все открытия Айсеном Сергеевичем сделаны. Например, он не открывал торжественно, с помпой, как полагается, новую помойку, как его коллеги-чиновники из Челябинска. А если подумать, то целая помойка – это жирно. Сколько там баков было на скриншоте? 3? Можно было 3 открытия сделать. Надо брать пример здесь с чиновников Новокузнецка, которые торжественно, с шариками, с музыкой открывали мусорный контейнер. Глава Якутии также не открывал торжественно теплый туалет, как это случилось в Орловской области. Он не открывал торжественно сушилку для белья, как это сделал депутат Тульской городской думы Олег Погорелов. Что там еще? Не открывал скамейку, к тому же установленную за чужой счет, как это сделали чиновники в Волгоградской области. Одним словом, есть еще масса удивительно глупых, удивительно торжественных вещей, которые Арсений Сергеевич сделать не успел. И заметьте, все это он делает еще бесплатно, для своего удовольствия. А представьте, что наш глава мог бы наоткрывать, если бы превратил свое хобби в постоянную работу. Джек, что ты можешь сделать за деньги? За деньги? Я могу сделать все. Но вернемся к нашему королю бензоколонки. Да что я сегодня весь день оговариваю. К торжественному открытию АЗС с участием главы Якутии. Формально Айсен Николаев был гостем на чужом празднике, ведь открывал уже открытую автозаправку. Да, на момент визита на несколько дней уже работала и обслуживала людей. Виктор Лебедев, директор государственной компании «Сахатранснефтегаз», которой данная АЗС, собственно, и принадлежит. Вот он на фото. По такому поводу Виктор Николаевич даже вышел с больничного, на который угодил после того, как отлупил подчиненного в собственном кабинете. И вы только не подумайте, что была какая-то там драка, в результате которой директор компании, в прошлом, на минуточку, двукратный чемпион мира по вольной борьбе и олимпионик, получил какие-то травмы. Нет, пострадавший после сцены в кабинете был ровно один. Это подчиненный директора Владимир Стрижак. На больничный Виктор Лебедев ушел в ходе судебного процесса, где фигурирует в качестве обвиняемого по уголовному делу. При этом, по версии самого директора, он никого не бил. Коварный Стрижак просился в отпуск, не получил этот отпуск и от огорчения начал биться сам об стены и столы. Стрижак пришел в ярость и начал унижать меня как человека, как руководителя. Проще говоря, он перешел на личности и оскорблял мое человеческое достоинство.
Тогда я понял, что конструктивного разговора у нас не будет, так как разговор пошел на повышенных тонах, и попросил его покинуть кабинет. В этот момент он начал истерить и биться, понимая, что в этот момент его застанут в понятном виде и подумают об избиении. Считаю это провокацией. Ну ладно, как есть. Короче, этот гад пришел, начал разговаривать с начальником и такой: херакс, не материтесь, Виктор Николаевич, соблюдайте корпоративную этику. За такие вещи в мужском мире надо сразу в шнапяк бить. Дайте запись, чтобы люди сами услышали, что этот гад там вытворяет, а то ведь не поверят. А этот скрипач, он вышел из подъезда, демонстративно вошел в круг, начал дюдаистам вот так дерзко в глаза смотреть. Они говорят: товарищ скрипач, уходи. А он взял скрипку, начал бить об двери подъезда, говорит: вот что с вами будет, вот что будет. Взял себя за затылок, волосы и в окно первого этажа: на, говорит, вот что с вами сделаю. И демонстративно потерял сознание. Ну да нет уже запись, дайте правильную. Ну где-то наглая стрижакская морда унижает честь и достоинство директора компании «Сахатранснефтегаз», народного депутата Виктора Лебедева. Вот эту. Почему? Ты не перебивай меня. А вы со мной разговариваете и, пожалуйста, соблюдая корпоративную этику. В смысле его? Корпоративную этику, не надо ругаться со мной. Мат, пожалуйста, не перебивайте. Нормально общайся. Ты походу меня не знаешь или что? Угу. Хорошо, а? Ну, скорее всего, не знаю, да. Ну вот, как оказалось. Я тебя не понял. Ты Почему вы себя изображаешь, а? Вы что делаете? Изображаешь? Ах ты, Виктор Николаевич, не надо, не надо. Не, ну вообще челюсть распустилась. Прикиньте, начальнику в его кабинете говорит: не материтесь. А сам при этом использует слова, за которые, повторюсь, в мужском мире могут сразу в жбан зарядить. Корпоративная этика. Бррр. Люди, конечно, у нас подраспустились. Сегодня ты директору замечание делаешь, завтра к чиновнику без поклона войдешь. Так? Хорошо, что в отдельных регионах России власть уже не может терпеть этот беспредел. Это вопиющее хамство. Она просыпается и ставит взорвавшийся народ на место. Как, например, в республике Мэри-Эл, где депутат местного парламента Владимир Кажанов прочитал короткий мастер-класс гражданам о том, как надо вести себя при встрече с властью. Вот что люди хотят от депутата? Чтобы он собачился с властью и постоянно была конфронтация? Назло власти делать нельзя. Вот как евреи сказали. Встретил начальника, что он должен делать? Поклониться. Власть, она от Бога. Как же с ней можно ссориться? А мы пытаемся все время чего-то там доказать. Эта история наделала много шуму на всю страну, но если вы думаете, что это случайность, что просто один балбес на всю область случился, а СМИ раздули это вообще любимое оправдание наших чиновников, то совершенно зря. Депутат просто брал пример с вышестоящего лица. В Мэри-Эл губернатор, правда сейчас уже бывший, он сидит, Леонид Маркелов, как-то приехал на встречу с гражданами в заброшенную деревушку и обиделся, что его плохо принимает народ. И пригрозил, что только что сделанную дорогу раскопает, чтобы знали смерды, как надо на власть глядеть при встрече. Вытянувшись во фронт и глазами поедать. Меня так плохо первый раз принимают. Нигде так не было, чтобы так ворчали, рычали, везде спасибо говорят. Но, наверное, мне тоже стоит повернуться к вам таким местом, каким вы ко мне повернулись, да? Закрыть все и уехать, и дорогу раскопать. Так, что-то мы отвлеклись. Главное же, что Виктор Николаевич Лебедев от болезни оправился, с больничного вышел и создал повод главе Якутии Айсену Николаеву в открытии чего-то нового поучаствовать. И он, кстати, не один такой в этом месяце. На медне с больничного еще один важный член общества вернулся. Марьяна Маркова, бывшая глава КРУ, контрольно-ревизионного управления администрации города Якутска, и действующий замминистра образования. Она тоже наконец пришла в форму и вернулась к исполнению своих обязанностей. На больничном Маркова пробыла почти полгода. У нее, правда, он совпал не с судебным процессом из-за драки с подчиненным, а с другой историей. Ну, вы ее знаете. Установлено, что в мае 2021 года подозреваемая на личный телефонный номер получила звонок от неизвестных, которые сообщили, что ее кандидатуру утвердили на должность министра финансов Новгородской области, но для ускорения процесса назначения на должность ей необходимо заплатить 700 тысяч рублей. За это назначение женщина перевела неустановленному лицу деньги в размере 300 тысяч рублей. Блин, ну опять же все перепутали. Это в Новгороде было. Что за день такой сегодня? Впрочем, перепутать как раз не мудрено, потому что у нас в Якутии начиналось все очень похоже. Только Марьяна Маркова заплатила не 700 тысяч, а 600. И должность покупала не в местном Минфине, а по версии газеты «Якутск вечерний» пыталась устроиться в правительство Москвы. Но закончилось все по-разному. В Новгороде по-дурацки. Там, прикиньте, мошенников поймали, а на чиновницу, попытавшуюся за 700 тысяч рублей купить себе должность, повышение, завели уголовное дело, а потом еще и уволили. Вот дураки. То ли дело у нас. Никого не нашли, дело на Маркову не завели, зато судят газету, которая про эту историю рассказала. А судье Марьяна Маркова убедительно объяснила, за что заплатила 600 тысяч рублей. За услуги курьера.
Рассматривался вопрос о том, чтобы я могла продолжить деятельность, которой занималась, будучи главой контрольно-ревизионного управления города Якутска. В связи с этим я проводила беседы по поводу устройства в одну аудиторскую фирму, базирующуюся в Москве. Курьер должен был получить пакет документов в городе Москва, привезти его сюда для подписания и отвезти обратно. И так несколько пакетов. Такой замминистра образования, безусловно, на своем месте и может многому научить. Например, математике. Самый дешевый билет Якутск-Москва сейчас стоит примерно 15,5 тысяч. Берем рейс туда-обратно, пусть будет 31-32 тысячи. Это сколько раз курьер должен был туда-обратно мотануться с пакетами? 18 или 19? Надо спросить у госпожи Марковой. И, конечно, в век цифровых технологий, электронной почты, портала госуслуги никто не пользуется штуками вроде сканеров или электронной цифровой подписи. Фигня какая. Как и весь ваш интернет. Есть мемосики смешные. Мемосики, Инстаграм, что там еще популярно у молодежи? Одноклассники. Блин, вот только сейчас на записи передачи сообразил. Эта перебивка была взята из обзора Бэдкомедиана на фильм «Взломать блогера». И там одну из главных героинь тоже зовут Марьяна. И поверьте, игра Марьяны в кадре в фильме была так же ужасно неубедительна, как выступление Марьяны Марковой в суде. Ну ладно, вернемся к сценарию. Итак, курьеры из крутой аудиторской компании с секретным названием тоже оказались липовыми. Они обманули Марьяну Маркову и присвоили себе ее 600 тысяч рублей. Сделала это некая Ольга Борисовна Лагинова, или Лугинова, или Логинова, или Калугина. Короче, эту Ольгу Борисовну, если в интернете поискать, можно встретить в разных историях. И они все одинаковые. Но нигде, кроме случая с Марковой, она не представлялась курьером. Обычно помощником одного из вице-премьеров правительства России. Вот, например, как описывает телефонный разговор с ней министр труда и соцразвития другой республики – Хакасии. Помощник вице-премьера Голиковой Ольга Борисовна Логинова, хорошо поставленным голосом представилась мне дама. Заместитель главы Хакасии Татьяна Курбатова в пятницу утратила должность. По решению Голиковой должность социального зама предлагается вам, Ирина Виссарионовна. Требуется ваше согласие. Причем его следует дать незамедлительно, поскольку процедура согласования уже запущена. За повышение с министра до зампреда правительства с Ахметовой просили 1 миллион рублей, или сколько есть. В отличие от якутской коллеги, она ничего не перечислила, а сразу обратилась в местное управление ФСБ. Ну, так тоже бывает. Прикиньте, не все чиновники готовы делать карьеру через кошелек. Странные люди. Не понимают, что так быстрее. Подумал, может быть, я смогу как-то предложить вам. Я, в общем, хочу дать вам деньги. Что? Денежки. Ампульки. В аудиторы в итоге Марьяна Маркова не попала, поэтому, скрипя сердце, осталась работать в правительстве Якутии. А Виктор Лебедев вернулся в свой кабинет, хотя, наверное, до сих пор вздрагивает при стуке подчиненных. Вдруг опять начнут об мебель колотиться, требуя отпуска или там прибавки к заработной плате. А Арсен Николаев готовится к новым открытиям, торжественным и пафосным. Для этого он скоро поедет во Владивосток, на ВЭФ, Восточный экономический форум, где власти разных регионов каждый год соревнуются между собой, кто круче павильон забабахает. Строили самые разные. В виде краба, в виде икры, в виде головы мамонта. О, наш. Обходятся эти забавы больших мальчиков 35-70 миллионов рублей ежегодно с одного региона. Вот прошлый год только пропустили из-за короны, но в этом-то наверстают. Впрочем, это уже другая история, это тема для следующего выпуска «Говорящих голов». Дринкинс, сколько нам осталось до конца? 224 серии, сэр. Отлично. Тогда я еще успею стать раком. Друзья, это были «Говорящие головы», передача о словах, высказываниях и о том, что за ними стоит на самом деле. Меня зовут Виталий Обедин, и если я не отвлекусь на открытие чего-нибудь торжественного и пафосного, или если чего доброго не огребу от вышедших с больничного чиновников и депутатов, то увидимся на следующей неделе. Пока!